Ингушетию с начала года посетили 94 тысячи туристов. Только за летние месяцы в республике отдохнули более 75 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Он отметил, что для обеспечения максимально комфортного отдыха реализовано более десятка проектов по созданию современных зон отдыха и маршрутов. За последние 4 года номерной фонд региона увеличен более чем на 33%. Турпаспорта получили еще 3 новых маршрута. Пеший маршрут к сторожевой башне Земгала в Асиновском ущелье, трекинговый маршрут на гору Ушкорт и пеший маршрут к водопаду Гялчош. Набирает популярность маршрут в стране башен и легенд. Он привлекает в регион автопутешественников. Глава добавил, что также поддерживаются инициативы местных гидов и предпринимателей. Развивается сеть гостевых домов, повышается уровень безопасности на маршрутах. В Ингушетии продолжается реализация программы дегазификации. Она демонстрирует высокую эффективность, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. На подключение к газовым сетям поступило порядка 1500 заявок. Заключено 1300 договоров на технологическое присоединение. Из них по 1145 заявкам работы выполнены до границ земельных участков абонентов. Сроки строительства подводящего газопровода до границы участка сокращены со 145 до 100 дней. Уровень газификации Ингушетии составляет 87%, превышая среднероссийские показатели. Сегодня в Ингушетии стартует Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов. Он будет проходить до 15 сентября. Участие в нем примут около 400 молодых людей из разных уголков страны. Фестиваль в регионе пройдет впервые. Для этого подготовлены 4 площадки. Спортивно-тренировочный центр «Мужичи», футбольная арена в Назрани и физкультурно-оздоровительный комплекс имени Баялит Заурова в Сунже. В самой программе фестиваля выполнение нормативов комплекса ГТО по разным дисциплинам. Наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места, бег, плавание, метание снарядов и стрельба. Организаторы Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» Министерство спорта России совместно с Министерством спорта Ингушетии. В Ингушетии завершился первый чемпионат ночной волейбольной лиги. Победу в нем одержала команда «Назрань». В турнире приняли участие 12 команд. Он длился 4 месяца. Соревнования проходили в память об одном из учредителей ночной лиги Мустафе Кациеве. Как отметили в Федерации волейбола Ингушетии, местное население проявляет высокий интерес к этому виду спорта. В следующем году организаторы планируют увеличить количество команд до 20. Россияне с 1 октября могут начать получать социальные выплаты в цифровых рублях, сообщил ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко. Перечень возможных расходов, которые можно исполнять цифровыми рублями, устанавливается правительством России совместно с Центральным банком Российской Федерации, сказал он. С позиции Минфина России, продолжил Хромченко, такие нововведения повысят прозрачность бюджета и улучшат финансовый контроль за движением бюджетных денежных средств. Для исполнения инструмента необходимо наличие приложения обслуживающего банка и согласие клиента на открытие счета. Министерство просвещения вводит единое время для изучения всех школьных дисциплин, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, для школ подготовлено около 30 вариантов расписаний, которые они могут использовать в работе как примерные, либо подогнать их под свои особенности. Так, например, изучение событий отечественной истории будет более усиленным. На уроки истории в 10-11 классах рекомендовано выделять 136 часов. В 10 классе каждая школа должна провести 18 уроков на тему Великой Отечественной войны, а на изучение Сталинградской и Курской битв будет отводиться по 1 часу. Ранее Великую Отечественную войну в школах проходили за 6 уроков. За неделю в России зафиксировали 425 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Наблюдается сезонный рост заболеваемости, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, напомнили в Федеральной службе. Отмечается и рост заболеваемости COVID-19, при этом уровень остается низким. На 36-й неделе текущего года зарегистрировано 11 483 случая. Ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной профилактики, а при появлении симптомов оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.